Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя» и я ее ведущий Ислам Ершов. Вот о чем мы расскажем вам в ближайшее время. Образование МГУ, не выезжая из Чеченской Республики. Филиал Московского государственного университета имени Ломоносова в Грозном продолжает приемную комиссию. Конечно же, учиться в Московском государственном университете, в филиале в Грозном, тем более поступить в первый набор, это, конечно же, большая радость для абитуриентов. Первая группа чеченских паломников вернулась со святых мест Мекки и Медины. Хадж они совершили благодаря региональному общественному фонду имени Ахмата Хаджи Кадырова. Работали в самое тяжелое для региона время. В Чеченской Республике презентовали книгу о журналистах газеты «Даймохк». В Грозном встретили первую группу паломников, вернувшихся с хаджа. Среди них муфтий региона Салах Хаджи Межиев, потомок шейха Иласханида будет возвышена его святость Сайфуддин Ибрагим, дядя и сестра главы республики Магомед Кадыров и Рейхан Кадырова, а также хафизы и чтецы священного Корана. В аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова их встречали представители региональных властей, богословы и родственники. Салах Хаджи Межиев поблагодарил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и главу республики за предоставленную возможность совершения хаджа. Yara oypaç Arabzan ajdal alış olza soyagatin grupa yar akha vezgil wajdal qabul sadil vezgil wajdal masayri haj umrat qabul dil haj umratlar boshdaga bu masayri akha haj taban bosh bolshne duanishin joplush yalyoch yalg'oysa bosh haj umrat qabul qil ziyarch qabul qil dal moqshmash sabahlar khil دال مقشمش بوق بيسنر صباح ويل أخ ويا طبعا باش والحج وش خز عبادات دي أخ حج عمرات دي ديل يلشان الله صلاة وبزيرش دي أخ ويا فاتش عربنا الحج ديلي بيخش ويا قام ديلي بيخش أوكرانيا ما قاعيكش بول ويا وجري ديلي بيخش دعنيش داش قاهيجي وزغلوش دال دعنيش جواب لويل عمل عبادات دال قبول ديل. Филиал МГУ имени Ломоносова в Грозном принимает абитуриентов. В этом году в ВУЗе будет 15 бюджетных мест по направлениям юриспруденция и менеджмент, 20 мест на факультете прикладной математики и информатики. Есть и места на контрактной основе. Получить диплом МГУ теперь можно, не выезжая из Грозного. В столице Чеченской Республики открылся филиал ведущего вуза страны. Уже стартовала приемная комиссия. Подать документы можно по направлениям юриспруденция, менеджмент, прикладная математика и информатика. В этом году филиал Московского государственного университета имени Ломоносова в Грозном планирует принять 200 абитуриентов. С 2025 года их количество возрастет до 360 человек, 180 бюджетников и 180 контрактников. В течение долгих лет Московский государственный университет остается одним из приоритетных вузов для абитуриентов. А появление филиала в Грозном – отличное событие, считает Ахмед Кагиров. Документы он подает по направлению прикладная математика и информатика. В Москве проживание, пропитание, филиал Хаила. При возведении вуза особо учитывали возможность поступления людей с инвалидностью. Для них создана безбарьерная среда, также все корпусы университета оснащены средствами мобильной доступности. А в общежитии комнаты для людей с ограниченными возможностями находятся на первых этажах. Конечно же, учиться в Московском государственном университете, в филиале в Грозном, тем более поступить в первый набор, это, конечно же, большая радость для абитуриентов, поэтому мы ожидаем большого количества желающих учиться. Ну и, соответственно, профессора и преподаватели Московского университета готовы нести свет знания и преподавать наши высокие стандарты здесь, в филиале. Это будет большая честь для факультета, для университета и для сотрудников. На территории филиала есть все для насыщенной студенческой жизни. Футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, прогулочные зоны, бассейн и многое другое. Ждем наших талантливую молодежь в стенах нашего вуза. Надеемся, что они смогут успешно сдать вступительные испытания. Не секрет, информация о прохождении вступительных испытаний на сайте нашего филиала есть. И кроме трех экзаменов,
государственных экзаменов, у нас есть еще один дополнительное вступительное испытание. В зависимости от выбранной направленности, это обществознание сдается дополнительно, либо математика. Преподавать студентам будут специалисты из Москвы. Со следующего года в университете будут действовать также факультеты фармация и биотехнология. Адам Арсанукаев, Имам Юсупов, Аслан Исхаев. Неделя. В Доме печати состоялась презентация книги Салавди Магомаева «Даймох газет Сюнан журналисташ». В ней автор рассказывает об известных чеченских писателях и журналистах. Салавди Магомаев работал вместе с ними в течение долгих лет в газете «Даймох». Он отмечает, что раньше работа журналиста была тяжелой, и он хотел рассказать о труде своего коллектива в книге. شيت سنة كجر بعده دوك ورددا شو عبد الورد أق إتشلايو بلال خصم بعده حابد إيش تبعه كان يوز جزيتي بلغ بيخ كده شيء درجة داخل أوز جزيت دادل نخبر إيش مجمع صلاة دي يخ شخير مدر أجه نخشي جورناليست شلح عن جزيت يح وقر دوك بوه بنش جورناليست يختصعوا دايما جزيت يح خوز شرح صو بوه بنسوه سو يازين كنشكا от газеты я болбин журналист леренью царь лесна йотти очерк шуш из-за алам бог болбу ерге газеты от кинчки я уз сайт очеркью. Рассказы и повести чеченского писателя Мусы Арсанукаева перевели на английский и голландский языки. В Европе этот сборник вышел под названиями «За облаками» и «Облака из прошлого». В своих трудах автор рассказывает о культуре, исторических событиях и героях чеченского народа. На иностранные языки книги перевел давний друг Арсанукаева, голландский ученый-лингвист Эрвин Комин. Сборник будет особенно полезен юным читателям, которые с рождения живут за пределами своей малой родины. Trokige dolschenach, probeers dolschenach, heel homs, zatsiders zedager, duizenden, dus zanda osti, zult schilse doortreed, zeerdager, duizenden, is het homstoot, ja. Ach, zadel die er sta wezaam, goits, wezaam, nach nog een jood schil halt, wambol gaan, is het schenach heel goits, is het beers, leren, die zerstoel. Hurschhan poiden geron, als je zigach, we kigi beers doet zigach, die na أختارنا شيء كولتوريوز شيء هستوريوز تساركوسكا بس ده دي شيء عامو هم خدوا خد أختارنا بيدين خدوا الخيسونا. Муса Арсанукаев – народный писатель и заслуженный журналист Чеченской Республики. Также много лет он работает в телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Он написал несколько книг, в том числе на чеченском языке. В ЧГПУ состоялся форум, приуроченный к 85-летию самбо. Мероприятие проводилось в рамках партийного проекта «Единая Россия за самбо». Участники выработали предложения по развитию этого вида спорта в регионе, открытию специализированной спортивной школы, строительству спорткомплекса, увеличению бюджета Федерации самбо Чеченской Республики. В форуме приняли участие представители органов исполнительной власти, сферы спорта и образования, а также молодежных организаций. Собравшиеся отметили, что в Чеченской Республике самбо набирает популярность среди молодого поколения. Член Высшего совета партии «Единая Россия», глава республики, наш национальный лидер Рамзан Кадыров, он сегодня создал для нас отличную инфраструктуру, все условия для развития, в принципе, всех видов спорта. И данный вид спорта у нас пользуется огромной популярностью. По моей информации, около 1200 спортсменов занимается самбо в Чеченской Республике. Почти 2000 школьников занимаются, 35 тренеров выполняют функции по данному виду спорта. Имеется огромная перспектива, отличная перспектива для развития. Хочу отметить, что действительно сегодня развитию самбо в Российской Федерации, в частности Чеченской Республике, уделяется особое внимание. И глава Чеченской Республики, герой России, член Высшего совета партии «Единая Россия» Кадыров Рамзан Ахматович своим личным примером показывает отношение вообще к спорту, в частности и к боевым видам спорта, и в целом к здоровому образу жизни. Уверен, что сегодня при поддержке главы республики и нашего партийного руководства мы сделаем все необходимое для того, чтобы еще улучшить те условия, которые сегодня уже созданы для развития непосредственно самбо и дзюдо в Чеченской Республике.
В регионе продолжаются мероприятия к году чеченского языка, который объявил глава республики. Его сохранению и изучению уделяют большое внимание. Не остаются в стороне и предприниматели. Например, в одном из ресторанов Грозного 2 дня в неделю проводят исключительно на чеченском языке. Марш Йогал вместо «добро пожаловать». Каждый четверг и пятницу гостей в ресторане «Рамсон» встречают только на чеченском языке. Также все заказы посетителей принимают на родном языке. كل مش كعشة دوزل خو خرجت سون أجر حال عاموش بيك ورسي موت سون صغير نوشي موت دعته تنقي موت حال بخ ويش صغير سون. Посетители ресторана были приятно удивлены новыми правилами. Сохранить родной язык возможно только общими усилиями, отмечают они. وشيء مت تعلم بيش بصور ديش قام دخر الويخ يول ويلا يوق خزخير يوم صدلا شولا دلا ح تعلوزر سن هم خير دخر إنس كجر واي ما باي هوق شو بول بلغ واي بو أق دلا أتصدشخ معن هدوتي هردوش مو أولتي إلا تانا مرزو بيزن غربو يوقع شيء ماتي. Пока заказ готовится, посетители могут почитать книги на чеченском языке, среди которых труды по истории Чеченской Республики, а также литература на родном языке. Активная работа по популяризации чеченского языка ведется в первую очередь в образовательных учреждениях республики. В этом помогают образовательные платформы, где учащиеся в режиме онлайн обучаются родному языку. Одной из таких является портал Дешерхо. Помимо сайта, в скором времени планируют запустить и приложение. Мы для образца подключили 43 общеобразовательных организаций, провели апробацию после их одобрения, после их разрешения, после их замечаний и после устранения этих замечаний мы его уже по приказу Министерства образования и науки Чеченской Республики в этом учебном году в октябре месяце ввели во все общеобразовательные организации нашей республики. На данный момент на нем уже зарегистрировано свыше 70 тысяч обучающихся и около 20 тысяч учителей. Интересуются чеченским языком и туристы, которых с каждым годом в республике все больше и больше. Безусловно, язык – это часть любой культуры, это ее самая важная, наверное, составляющая. Безусловно, те огромные толпы, которые посещают нашу республику, проявляют невероятно высокий интерес к культуре. И когда мы видим знаки навигации, где есть надпись на чеченском языке, это всегда бывает очень интересно. Всегда просят перевести, спрашивают, сколько букв в чеченском алфавите, почему назвали именно так, а не иначе, насколько это такие старые слова. Очень много в чеченском языке таких принятых слов, говоря на чеченском языке, и даже бывает иной раз так, что задают вопросы, а почему очень мало знаков навигации на чеченском языке, как раз таки именно таких знаков больше на русском, на английском языке. В этом случае мы стараемся объяснить, потому что каждый уважающий себя чеченец по умолчанию знает свой родной язык, язык своих отцов, и для нас нет необходимости его где-то прописывать, чтобы уметь его читать. Чеченский язык – это достояние народа, его сохранение и изучение – задача каждого, ведь от этого зависит сохранность всей чеченской нации. Диана Хармуш, Адам Яхьяев, Мусар Даудов, Ибрагим Батаев. Неделя. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.